Кассии, дочери своего хозяина. Но судьба распоряжается иначе, а Милон вскоре узнает, что Кассия обещана в жены римскому сенатору, а его самого продали новому владельцу в Неаполь. Как только начинается извержение Везувия, Милон направляется обратно в Помпеи, чтобы спасти свою любовь и лучшего друга, гладиатора Аттика, находящегося в смертельной ловушке в амфитеатре. Только вместо спасения он может и сам навсегда остаться погребенным под слоем пепла. И последние станут первыми. Надо добраться до гавани. Мы пойдем вместе. Щиты вверх! Помпеи 3D. Еще одна премьера этой недели – ремейк многими любимого фильма Пола Верховена 1987 года «Робокоп». Тот «Робокоп» обошелся создателям в $13 миллионов, современный в 8 раз дороже – 100 миллионов. Готовы? Говорит детектив Алекс Мерфи. Ранен офицер. Мы на пороге технологической революции. Нам нужен интеллектуальный продукт. Поцелуй за меня, маму. Сладких снов. Опоздал, сынок. На роли Робокопа рассматривались Крис Пайн и Майкл Фассбендер, однако роль Алекса Мерфи досталась шведско-американскому актеру Юэлю Киннаману. 2028 год. Один из лучших полицейских Детройта, Алекс Мерфи, получает смертельное ранение во время дежурства на улицах в результате перестрелки с членами преступной группировки, которая давно держит жителей в страхе. Врачи говорят, что сохранить ему жизнь не представляется возможным. Тело Алекса доставляют в лаборатории Omnicorp, а там оно подвергается серьезной модификации. Проще говоря, из полицейского делают настоящего киборга, соединяя тело робота с интеллектом человека. В результате Робокоп – лучший борец с преступностью, какого только можно представить. Ведь он, обладая супервозможностями, неумолим, справедлив и умен. Теперь он снова готов сражаться с преступными бандами, которые контролируют город. Однако бесстрастного, казалось бы, киборга преследуют воспоминания о прошлом, о любимой семье, с которой у него больше нет возможности объединиться вновь. За кем останется победа – роботом или человеком? Узнаем в кинотеатрах Бреста. Каким-то образом он изменил протокол системы. Человеческие эмоции не уйдут. Сострадание, страх, инстинкты – они всегда будут противодействовать системе. Ты пойдешь со мной. Живым или мертвым. Робокоп. А я желаю вам хорошего настроения и приятного просмотра. Реклама в начале фильма в наших кинотеатрах уже стала привычкой. А как вам перерыв на 5 минут в середине сеанса? Многим бы это не понравилось, правда? Но только не итальянцам. Известно, что во всех итальянских кинотеатрах посередине фильма включается свет, фильм обрывается на полуслове, и на экране возникает надпись «Интервало», что означает 5-минутный перерыв. Не верите? Что ж, отличный повод увидеть все своими глазами, побывав в одном из кинотеатров в солнечной Италии. А для путешествия в эту страну можно воспользоваться экскурсионными и автобусными турами, которые предлагает туристическая компания «Крис». Контактные телефоны вы видите на своих экранах. И прямо сейчас маленький кусочек Италии в виде нового и вкусного блюда нам вновь подарит шеф-повар отеля «Эрмитаж» Иван Гринин. Доброе утро! Я продолжаю знакомить вас с шедеврами итальянской кухни. Как всем известно, блюда с Пиренейского полуострова достаточно просты в приготовлении. Хотя есть некоторые рецепты, которые готовятся молниеносно. С одним из таких я вас сегодня познакомлю. Это руккола ди Парма. С вами шеф-повар отеля «Эрмитаж» Гринин Иван. Приступим. Для этого нам понадобится руккола, салат радичо, пармская ветчина, кедровые орехи, фенхель, пармезан, оливковое масло и бальзамический уксус. Сначала мы возьмем немного рукколы, слегка порвем
Возьмем салат радичо. Я его немного порежу, чтобы он был достаточно мелко. Тщательно перемешаем. Теперь мы добавим немного семян фенхеля. Поперчим. Немного посолим. Добавим слегка оливкового масла. Немного бальзамического уксуса. Наша заготовка на салат готова. Порежем немного пармы. Ну и можно все выкладывать. Берем парму. Нарезаем небольшими такими треугольниками. После нарезки пармы наш салат практически готов. Теперь мы все это выложим и украсим. Выкладываем салат. Сверху мы посыпаем кедровыми орехами и немножко пармезана. И вот наше блюдо уже готово. Это было действительно быстро. А главное, что это красиво, вкусно и полезно. С вами шеф-повар отеля «Эрмитаж» Гринин Иван. Бон аппетита! Необычно отметили День защитника Отечества в Бресте. Здесь впервые прошел офицерский бал. Гость утреннего эспрессо — военный комиссар Брестской области Евгений Зайцев. Евгений Станиславович, доброе утро. Доброе утро. Ну вот такая инициатива. Наверняка уже были традиции. То есть все хорошее возвращается? Конечно. Впервые, наверное, за всю новую историю белорусских вооруженных сил эта традиция возродил министр обороны Юрий Викторович Жадобин в Минске. Он 4 года уже чествует лучших офицеров на офицерском балу, который проводится ежегодно в канун Нового года. Ну и хороший опыт решили перенять. Мы, да, здесь в Бресте решили эту традицию продолжить и в преддверии 23 февраля также чествовать наших офицеров гарнизона, которые и добились лучших итогов по результатам боевой подготовки, которые руководят сегодня воинскими коллективами нашего Брестского гарнизона, вместе с семьями, вместе с нашими дорогими, любимыми женами отметить этот праздник. Ну и как охотно была воспринята эта инициатива? Бал состоялся вчера вечером. Нас охотно поддержала наша Брестская областная филармония. Поддержали, на удивление, даже офицеры и коллективы офицерских воинских частей. И были желающие, которые готовы были поучаствовать в создании этой программы офицерского бала, вспомнить, что такое полонез, или, может быть, впервые попробовать, что такое полонез, мазурка, вальс, чтобы потом уже на офицерском балу представить эти танцы перед офицерами. Ну и также активное участие принял в этом офицерском балу наш оркестр Брестской военной комендатуры под управлением Олега Тышука. Они представили прекрасную концертную программу, которую мы долго ждали еще с прошлого года.
Ну, накануне Масленицы, которая также отмечается 23 числа, можно ли сказать, что офицерский бал впервые прошел и блин получился никомым? Нет, я считаю, что блин получился никомым. Наоборот, это хороший задел для новых традиций офицеров Брестского гарнизона. Ну и мы с вами встречаемся накануне праздника Дня защитника Отечества. И мне кажется, будет правильным, если вы несколько слов скажете своим подчиненным и всем тем, с кем работаете плечо к плечу. Я, конечно же, бы хотел пожелать успехов нашему офицерскому корпусу, который сейчас несет службу по защите наших рубежей. Офицерам, прапорщикам, которые проходят службу в воинских частях не только Брестского гарнизона, но и во всех вооруженных силах Республики Беларусь. Сказать огромные слова благодарности семьям, их женам, близким, родным, которые рядом с ними находятся и во время прохождения службы, и разделяют с ними ту радость, служебные будни. Ну и, конечно же, не забывая о наших ветеранах, пожелать им здоровья, счастья, благополучия, мира, добра, чтобы их присутствие вдохновляло нас на те добрые дела, которые мы совершаем. Программа «Утренний эспрессо» в вашем лице поздравляет всех причастных к этому празднику. Спасибо большое, что это утро начинаете в компании вместе с «Утренним эспрессо». Всего Спасибо. доброго. На сегодня это все. Всем плодотворной пятницы и насыщенных выходных. Меня зовут Денис Липкин. Все-таки встречаем Масленицу с хорошим настроением. Увидимся.